Приветствую всех, меня зовут Раиса Зубарева, вы на канале Движение за независимость Саха. Очень прошу вас подписаться на наш канал, поставить лайк этому и другим видео и прокомментировать его. Это очень поможет продвижению нашего канала. Спасибо вам большое заранее, а я начинаю. Ну и начать я бы хотела с того, что сегодня, 30 сентября, отмечается присоединение новых территорий к Российской Федерации. Почему я обратила внимание именно на эту тему? И вас прошу обратить внимание. Значит, на якутском телевидении, Якутия-24 и, по-моему, Округ ТВ, одновременно практически вышло два сюжета. Первый сюжет на Якутии-24, он как раз-таки был посвящен вхождению новых территорий в состав Российской Федерации. Второй сюжет был посвящен Арктике. Назывался он «Возрождение Арктики». И снимает его, я не знаю, насколько он известный, но, в общем, журналист Олег Желнин. Почему я обратила внимание, на эти две передачи? Потому что очень большой контраст. Давайте мы с вами сначала посмотрим, будем смотреть периодически и материал, значит, Якутии-24, и тут же будем показывать то, что происходит в Арктике, то, что снимал Олег Желнин. Давайте начнем. Я сразу же сейчас вам открою передачу «Якутия в деталях. Новые регионы в составе России». Что конкретно говорится о, значит, новых территориях. Но здесь конкретно речь идет о тех территориях, которые Якутия, Республика Саха наша восстанавливала. Это Докучаевск и это еще один Кировская, по-моему, да? То, что они там сделали, как там, почему там туда врачи летали, да, лечили людей, и что они там сделали? Построили школы, построили там еще что-то. Давайте посмотрим сюжет. Перед нашей группой состоялась задача отремонтировать, в первый год, в 2022 году, около 40 объектов. Это были и детские сады, и школы, больницы, где кровлю, где окна поменять. Также у нас от нашего региона осуществлялась колоссальная помощь и в медикаментах, в гуманитарной помощи. И также наша республика помогала детям Донбасса выезжать в летние лагеря. Такое мероприятие, получается, у нас было в городе Кировском, и вот сейчас, по крайней мере, в городе Докучаевск. Сейчас у нас проходят ремонтно-восстановительные работы. По 2022 году, когда я стоял в группе восстановления, хочу сказать, что наша республика справилась отлично. Все объекты были восстановлены, отремонтированы. Даже были предоставлены определенные, другое ТМЦ, это касаемо мебели, допустим, либо новых игрушек и новых каких-то требуемых, необходимых предметов дошкольные учреждения. Заболоцкий говорит о том, что они, все объекты, которые они взяли, на, значит, восстановление, они все восстановили. Игрушки туда новые завезли, они, в общем, очень много работы проделали. Теперь я вам предлагаю посмотреть сюжет, который снят у нас про Арктику. Давайте посмотрим. Мы продолжаем тему возрождения Арктики в Якутии. Сегодня наша передача посвящена арктическому поселку Тикси. В 1991 году в Тикси было 11 тысяч человек, а на сегодняшний день 4400. Это только Тикси. Во всем районе у нас 8 тысяч жителей проживает. 8 тысяч жителей. Вот здесь я хочу обратить ваше внимание на вид из окна. Посмотрите, что человек, который приходит в этот музей Арктики, он на самом деле очень популярный, этот музей, да, и все экспедиции, которые приезжают, в основном сейчас российские экспедиции приезжают, да, в Тикси, они все обязательно посещают этот музей. Посмотрите, что они, люди, туристы, видят из окна этого музея. Жители на весь Булунский улус.
А площадь, как у Великобритании. Еще хочу обратить внимание, все то, что вы видите сейчас на своих экранах, это все вот эти заброшенные здания двухэтажные. Они, ну, я так полагаю, в принципе, в неплохом еще таком состоянии, да, их можно было бы эксплуатировать, там некому жить. Но вот они такие заброшенные, полуразрушенные, то, что там внутри происходит, вообще страшно, да, мне кажется, туда заходить даже. И все это до сих пор стоит в городе, и люди с этим живут. Мы уже не будем говорить о том, что там нет дороги нормальной, да, нет тротуаров, нет, ну, вообще, в принципе, ничего нет. Только мусора там валяется по улицам, да, старые здания заброшенные, которые стоят. Я учился в школе, здесь был музей. Но все ветшает, все умирает. За этим всем следить надо. Здесь когда-то была мощная жизнь, здесь столовая была. Вот из того дома мы бегали на площадь Ленина. Вот сюда. Здесь нас учили хоккей играть. Вы видите, да, что происходит? Теперь давайте вернемся опять к тому видео, где, в общем, провластные волонтеры, провластные, значит, там чиновники говорят о том, как они восстанавливают оккупированные, но это на самом деле оккупированные территории другой страны, другого государства. Саша, вот ты же был и, получается, в Кировском, и в Докучаевске, видел все своими глазами. Да, и получается, мы как раз в Кировское приехали в ноябре 22-го, получается. Вот первый раз я побывал в Кировском. Сейчас я бы хотела ваше внимание обратить на то, что вот это говорит на экране у вас Александр Хавренко, мой бывший коллега по газете, да, по газете «Якутский Вечерний». Хавренко себя всегда ассоциировал, он всегда говорил: я украинец. И я украинец. И я потом смотрела у него, значит, в его социальных сетях. До 2022 года всегда было 9 мая. Вот он посещал Харьков. Он, видимо, родом из Харькова. И он всегда с такой гордостью говорил: я украинец. После 2022 года, после полномасштабного вторжения, этот человек поддержал агрессию России против своей исторической родины. Мы заходим на объект, а там работа вот прям кипит. То есть не видимость работы, да, не какой там одинокий маляр что-то там стоит, там вот как они прям как муравьи бегают что-то. И... Интересно, вот эти вот люди, которые здесь выступают, они знают, что Тикси относится вообще к республике Саха, к Якутии, да? И вообще давным-давно находится в составе Российской Федерации. Кто будет восстанавливать так же, как Кировская, чтобы все там, значит, бегали и дружно что-то отстраивали? Тикси. У меня такое складывается впечатление, что, не знаю, Тикси должен подвергнуться бомбежке, чтобы кто-то туда поехал, что-то начал делать. Ни к чему не призываю, однако ассоциация такая. Если вы бомбите Мариуполь и потом его восстанавливаете, то, может быть, нужно разбомбить Тикси, чтобы вы потом поехали его восстанавливать. Сейчас я хочу, значит, показать вам сюжет. Вот это говорит волонтер Душкевич, которая вот с начала 22 года, там, в общем, с 22 года работает как волонтер на оккупированных территориях украинских. И вот посмотрите, что она говорит. Послушайте. И в 22 году, в сентябре, когда вышел указ Айсена Сергеевича о создании единого координационного центра, данное учреждение, то есть это данное координационный центр, тогда он стал для нас мостиком между военным миром и гражданским миром, потому что все-таки военный мир, он очень другой, совершенно другой, не такой, как гражданский мир, да, и получается, якутянам очень повезло, что, живя в Якутии, мы практически не сталкивались с военным миром.
То есть у нас всего лишь там военкомат, это полугражданская структура для них считается, и где-то в Тикси войсковая часть, да, и ребята у нас в армию уходят. Ну, вот только вот в таком ключе мы знаем, что такое военные, да. Она вообще плохо понимает, о чем она говорит. В республике Саха нет войны, несмотря на то, что Тикси выглядит так, как будто вот он, и не только Тикси. Да, у нас сюжеты были про Арктику, где ситуация намного хуже, чем в Тикси. Вот она говорит о том, что вот военный мир, вот, значит, мирный, значит, мир, да, ну, скажем так. Она просто не понимает, что война уже пришла в их дома. Война пришла в их дома. И даже без всяких боевых действий они на себе это ощущают. Жители Белгорода, жители вот всех приграничных территорий, они уже конкретно знают, что такое война и что такое прилеты дронов. И Москва знает, и Санкт-Петербург знает, и Башкортостан знает. Да, и вот недавно в республике Бурятия тоже были какие-то вот прилеты дронов, да. Все знают. Вот. А в республике Саха, слава богу, еще такого не было, но они должны это понимать. Война пришла в их дома, когда к ним в дома, к жителям республики Саха поехали гробы. Во-первых, поехали гробы. Пришли инвалиды, вернулись с войны. Вот тогда война пришла в их дома. Сейчас война сказывается, знаете как, да? Тем, что у людей нет денег. Тем, что сокращаются, не выплачивается зарплата. Сокращаются рабочие места бюджетные. Сокращаются, ну и разные, в общем, такие экономические вещи происходят не очень приятные, да, скажем так, для республики Саха. Но я думаю, что она понимает. Она же знает, что гробы цинковые едут в республику Саха. И война конкретно коснулась очень многих семей. Ну, давайте дальше послушаем. Мы же находимся 9000 километров с лишним вот от своей республики, получается, да, и адресная помощь, вот доставка адресных посылок, помощь, организация работы опорных пунктов. Вот. Опять, да, хочу вернуться к ситуации в селе Юкагир, когда девочку не могли доставить в морг, потому что нет дорог. И вот эти люди сейчас говорят о том, что они очень хорошо организовали доставку адресной помощи. Кто семье, у которой погиб ребенок, организует доставку адресной помощи? Почему туда не прилетели в первую очередь следователь и судмедэксперт? Почему тело ребенка пролежало в доме и не могло быть транспортировано в морг? Почему никто такие вопросы не задает? Она говорит, мы там за 9000 километров, республика Саха находится от этих территорий оккупированных, присоединенных, да? Тикси, вообще вся Арктика, это наша родная территория, это наши родные земли. Почему эти люди, волонтеры, они едут куда-то в другую страну за 9000 километров и не могут доехать до Тикси? Вот давайте ее оставим и посмотрим, что у нас в Тикси происходит. Возрождение Арктики. Олег Желнин. Сейчас я стою в центре поселка, теперь немного центр сместился с площади Ленина. Теперь это рядом с храмом. Православный храм построен на месте старого клуба моряка, который сгорел давным-давно. Храм. А вот храм-то построили, храм поставили, а жизнью людей нормальной не обеспечили. Как только построили храм, и как только построили памятник, никто не забыт, ничто не забыто, все, считайте, все пропало. Раньше это здание был горосполком. Здесь расположена Тиксинская школа искусств. Проспект Ленина.
А вот это легендарное здание, это детские ясли были в моем детстве. Я здесь ходил сюда. Теперь это управление ветеринарии. Детский сад «Солнышко». Ну, сюда я ходил. Было дело. А Тиксинская школа номер 1, которую я закончил, кстати. Посмотрите на здание школы. Раньше он сказал, да, это здание, в этом здании находился горосполком. То есть это старое здание, постройки еще, скорее всего, середины прошлого века, которое просто обшили сайдингом и таким образом его типа обновили. Это школа Тиксинская, в которую ходят дети. И давайте посмотрим, какая школа у нас стоит на оккупированных территориях. И это было сделано за деньги жителей Республики Саха. Почему деньги жителей Республики Саха не могли потратить на школу в Тикси, да, и там еще по дороге к Тикси небольшие стоят поселки, и там тоже есть школы, и они в отвратительном состоянии, да, а потратили их на школы в Докучаевске или в Кировском. Кто там рассказывал о том, что у нас по всей, значит, республике строятся новые школы? Вот они, вот они. Такая площадь для отдыха тиксинцев. Как оказалось, Очень интересную вещь сейчас скажет Олег Желнин. Почему никто не занимается поселком Тикси? Давайте послушаем и потом разберем. в поселке Тикси отсутствует контроль за благоустройством, особенно по установке контейнеров в поселке. А неприменение административных кодексов России и Якутии, а также отсутствие постоянного интернета усугубляет ситуацию. Просто нет контроля и наказания. Оказывается, Тикси так плохо живет, потому что там нет контроля и никто не наказан. Это не потому, что нет денег, да? Все деньги уходят на войну. Это не потому, что люди просто не хотят туда ехать, потому что они не видят смысла в том, чтобы что-то там делать, да? Денег нет, опять же, все упирается, да, сюда. А просто потому, что никто не контролирует и никто не наказан. Никто не наказан. Это вот такой советский подход. Советский подход. Дальше здесь, в этом же видео, будет говорить глава города Тикси. Понятно, что творится, никому ничего не надо, абсолютно. В прошлом году фонд капремонта отказался это делать. И все-таки есть надежда на то, что вот эту уникальную все-таки... Восстановительную работу глава поселка Тикси называет уникальной. Вы только вдумайтесь в эти слова. Все-таки есть надежда на то, что вот эту уникальную все-таки восстановительную работу проведут, и дом останется заселенным и все-таки пригодным для проживания. Так, теперь мы возвращаемся к Докучаевску. Что у нас, значит, с этими присоединенными вновь территорией? Насколько мы знаем, вот здесь же среди вот этих людей, которые говорят о новых регионах, как они там работают прекрасно, да, стоит, значит, выступает Иван Луцкан, наш депутат-офтальмолог. Давайте послушаем его. И надо понимать, что, к сожалению, когда Украина и ДНР был в составе Украины, медицина там развивалась по остаточному принципу, и все было просто-напросто погрязано в коррупции, там без денег люди к врачам не попадали. Оказывается, врачей не было, медицина вообще такая плохая была в Кировском, потому что Кировская находилась в составе Украины. А что происходит в Тикси? Вот давайте мы открываем с вами сайт больницы Тикси. В Тиксинской больнице офтальмологи за 5 лет были 2 раза. В 2025 году летом и в 2023 году. Но, по-моему, Тикси
не находится в составе Украины и не находилась в составе Украины никогда. Почему же проблема с больницей, проблема с врачами в Тикси? В последний раз до Тикси вообще прошлой зимой, в ноябре или в декабре, врачи не доехали, потому что была пурга. Вот этот медицинский десант, который все время ездит в арктические села и оказывает услуги жителям, говорит о том, что медицина развивается в Арктике по остаточному принципу. Вообще получается непонятно, о чем говорит Луцкан. Он говорит о новоприсоединенных территориях, об оккупированных территориях Украины или о Тикси. Специалисты, то, что руководство республики, Александр Сергеевич Николаев принял это решение, и мы помогли людям, оно сблизило нас, потому что все-таки расстояние в 10 тысяч километров приходилось преодолевать, достаточно порой сложновато, там все-таки транспортная схема очень сложная, и самолеты не летают в Ростов, и поездами иногда проблематично добраться. Но мы это сделали. А почему вы не можете этого сделать в Тикси? Тоже транспортная схема сложная. Или в тот же самый Юкагир. Или в тот же самый Аймикон. Тоже транспортная схема очень сложная. Однако вы туда не едете. Вы едете почему-то в города соседнего государства. И почему-то там оказываете помощь людям. Вместо того, чтобы оказать помощь на местах у нас в республике Саха нашим жителям. Причина, скорее всего, в том, что здесь им никто не платит. А там им платят, видимо, большие деньги за то, что они туда едут и там работают. Вот и все. Других причин я вообще не вижу. Поэтому вспоминать можно очень много, но самое главное — это теплые слова благодарности жителей. Таких слов благодарности, наверное, вот я за 20 лет своей карьеры врачебной нигде не видел. Это искренние слезы людей, которым мы помогли. Искренние слезы людей, которые он увидел впервые за 20 лет своей работы. Может быть, ты плохо работал просто? Если ты впервые увидел искренние слезы людей. Съездите в Тикси, съездите в арктические улусы. Поработайте там 3 года плотно. Вылечите всех. Проведите обследование для всех. И ты тоже увидишь, может быть, искренние слезы людей. Вот туда приезжаешь, и ты как машина времени. Как будто ты назад уходишь, вот какие-то вот 90-е, 80-е годы. И все вот так вот там развитие вот пришло только после того, как Россия пришла. И это все благодаря работе наших ребят, благодаря тому, что они там защищают нас. Она хочет сказать, что Нижнеянск живет, вот находится, вот я вам сейчас кадры показываю, в таком состоянии, потому что мужчины из республики Саха воюют в Украине. Она вот об этом говорит? Я правильно понимаю? А вот посмотрите Тикси, да? Фонд капитального ремонта обязан в соответствии с программой капитального ремонта многоквартирных домов в регионе, в данном случае в Республике Саха-Якутия, проводиться согласно утвержденного графика. Да? Вот это вот Олег Маклашов, он, кстати, баллотировался, по-моему, Илдархана, если я не ошибаюсь. Он как раз-таки занимается капитальным ремонтом. И вот Маклашов, между прочим, знает. Он знает, что они собирают деньги и никогда никаких капитальных ремонтов проводить в Тикси ни в одном здании не будут. А ведь люди, это же строка, которая в обязаловку входит, да? Люди платят обязательно за капитальный ремонт. Подытоживая, хочу сказать, что все это, то, что снимала Якутия-24, это яростная пропаганда. Яростная пропаганда для того, чтобы все эти слезы, да, слезы благодарности, вот, все эти рассказы о том, как они там хорошо работают, да, это все пропаганда для того, чтобы оправдать свое бездействие в отношении жителей Республики Саха.
разрабатывались целые большие проекты. К 2030 году ТИКСИ, новые перспективы. Вот целая большая конференция была проведена. Айсен Николаев, значит, предоставил такой план до 2030 года. Посмотрите. Значит, тут, значит, планы очень хорошие, да, тут, значит, грузоподъемность, значит, доведение объемов грузопереработки, значит, до 300 тысяч тонн в год. Этот план, он был в 2020 году озвучен. До 2025 года мы смотрим. Они должны 300 тысяч тонн в год. Морской порт Тикси должен перерабатывать грузов. Что мы видим? В 2024 году переработали 44 тысячи тонн. Почему планы не реализуются? 5 лет прошло. Да, у вас уже, в общем-то, порт Тикси должен был стать международным морским портом. Да, там очень много планов, посмотрите, да. Они должны были там, значит, построить транспортно-логистический узел на основе развития морского порта Тикси. Порт Тикси должен был стать визитной карточкой российской Арктики. Там должен был быть построен российский и международный центр научного изучения Арктики. Я думаю, тут вообще никаких слов не надо, да, говорить о том, что они обещали сделать. Они не хотели, они обещали. И обещаний своих не выполнили. Вообще очень много слов, которые Айсен Николаев говорит, обещаний, которых он дает, и то, чего он не выполняет. Нужны ли нам были новые территории в составе этого государства, коль уж мы до сих пор входим в состав? Да, вопрос у меня такой. Хотели ли жители Республики Саха из своих карманов оплачивать ремонт социальных объектов в Докучаевске? Хотели ли жители Республики Саха из своих карманов оплачивать строительство дорог в Кировском? Почему у жителей Республики Саха никто ничего не спросил? Ситуация улучшится только тогда, когда мы сами будем управлять своей территорией. Сами будем решать, куда направлять нам свои собственные деньги. И заработанные, ну, то есть полученные с налогов, и полученные с продажи наших ресурсов. То есть нам нужна независимость. Пока не будет независимости, Арктика, я боюсь, в скором времени запустеет совсем, захереет. Вот. Только независимость. На этом, пожалуй, сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Еще раз призываю, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До скорых встреч!